пока не стемнело, друзья, так решил прогуляться. В тайге снега, ребят, вон вообще ни о чем. Почти по колено. Очень мало. Красота, друзья. Вот я о чем и говорил. Здесь такая пойма березовая. Красиво очень. Березы здесь такие стоят, мощные. Ну, здесь на этой реке достаточно изб. Я, наверное, на 3 или 4 здесь был точно. А на этой вот постоянно приезжаю. С Ларисой сюда приезжал, отдыхали мы. Так тоже глухозимне приедем, просто отдохнем, поживем в лесу. Спокойно, ребята, круто. Новогодняя это рутина такая, брум-брум-брум. Я хотел на новогодних праздниках сюда махануть, на пару дней даже, так, попробовать жерлицы поставить, ну, короче, что-нибудь поискать. Но с такими морозами не получилось. Очень красиво. Круто. Вот избушка стоит. Да, вот ее в порядок, конечно, привести, но проходной двор, друзья, видите, не получается как-то что-то навести. Сковородки вот привозил, было дело. Их так загадили, что сейчас даже мыть, но я даже в ней готовить не буду, 100%. Куда? Люди просто сами, у людей такое воспитание. Кто-то нормально относится, как бы, наоборот, что-нибудь привезет, а кто-то вот так побросали, да и нафиг. Верховой ветер, там на полях сильный, кстати, ветер, а здесь так спокойненько, нормально, не замерзнем ночью. Очень мне нравится, очень. Печка тоже такая, друзья. Вот видите, такая дверца. Печку бы тоже наладить здесь. Было бы нормально. Вот это дрова, я понимаю. Сейчас закинул парочку. Аж затрещало. Ну, смолина, ребята, смоличина конкретная. Шикарно. Ладно, у меня сейчас интересно перекус такой, друзья. Сейчас приготовлю. Все же, ребята, уберусь изначально. Ну, вот это блядство. Просто даже аппетит потом не придет с такими вот помойками, блин. Уберу это все дело. Ну, блин, не по кайфу. Кстати, постоянно отсюда вывожу, блин, пару пакетов. Постоянно, блин. Так, ребят, ну что, прибрался более-менее. Целый пакет банок, шманок. Короче, сегодня утром встал, супруга блины собралась делать. Я говорю, а ну-ка мне вот этого вкусного, налей-ка баночку. Я тоже блинов поем. Блины не успевал уже хавать дома. Так что давайте, говорю, мне с собой возьмем. Навел марафет, ребята, в своей таежной кухне. Вообще классно прибрался. Взял новые контейнеры. Купил. Короче, все четненько у меня сейчас. Лариска, короче, мне сделала, ребята, смотрите. Ну, купил контейнер новый, потому что разлетелись у меня. Кстати, вот эти хорошие. Ну, я имею в виду не с одной стороны, а вот именно с 4. Короче, здесь у меня, ребята, крупные фракции. Ну, Юрьевна же у меня может. И она мне приготовила. А здесь мелкие. То бишь здесь такой набор, ребята, что подойдет, ну, прям, я надеюсь, к любой теме. В общем, сейчас у меня здесь порядочек. Все, маночка, мучка. Короче, красота. Все вымыто.
Сковородочки новые. Все прикупил новое. Все четко. Короче, ребята, одним словом, порядок. Люблю, когда порядок. Мне кажется, каждый согласится, правильно? Когда порядок, это хорошо. Все четко. Так, ну что, плиточку. Будем жарить блины, друзья. А чё бы нет? Ух ты, фига себе. Это что так, ребят? С поддавлением, что ли, его так скурежило? Я не понял. Ой-ой. Здесь же нормально все. Ничего не помято. Не помято. Я что, от морозов так, что ли, похерачил? Тут дела. Вот уже опасно, ребята. Баллон такой нафиг. Ой, и дальше что делать? Такое мы выкинем, нахрен надо. Так, ладно. В куфре у меня есть запасные. Всегда вожу с собой. Так, что, все в порядке? Или с плитой что-то стало? Не понял я. Что, все, мать, отжила свое? Нет. Все нормально, работает. Запаха нету. Плита у меня уже старая, серый, правда, новую подарил. А я что-то все вот ее добиваю. Она у меня уже каркас, корпус сам уже местами, видите, ребят, подгонял. Ну, сама-то все работает. Чё? Попробуем, ребятки. Даже вон, смотрите, что Юрьевна положила. Нагреваем. Даже силиконовая есть штучка. Так. Сейчас как нажарим, ребят, блинов. Вот это будет тема. Вот это будет класс. Так, я, правда, с бутылки не знаю, удобно будет, неудобно. А что неудобно? Удобно, наверное, дайте. Ребят, что нет-то? Так, что, надо убавлять уже? Хорош, наверное. Сковородка накалилась, тоненькая. Вот это красота, ребят, с чайком. Сейчас как лупану. Будет тема. Толстый, наверное, налил. Как там, ребят, переворачивать-то? А? Кто умеет? Толстовато у меня, ну. Вот это пойдет. Сейчас как тут нажаримся, как Чайковского напьемся, поедем снимать харюзов по килограмму. Масла, правда, нету следующего.
О, ребят, смотрите, окошко отошло уже. Шикарно. Только мы с конем по полю вдвоем. Только мы с конем по полю. Ну, что там, прилип, зараза. Не получается у меня лайфхаки эти крутящиеся. Ну-ка. Нет, держит где-то. Опа. Там кто-то машет, я там видел. Делают вещи, конечно. Все, ребят, там последний уже остался. Я уже, знаете, такие серьезные блины делаю. Последние. Ну, такие козырные. Гостевые. Может, кто подтянется. Всего лишь тут по тайге пробежаться. Там, на лыжах можно. 20 километров херня за полчаса. И вот последний козырный тоже будет. Сейчас мы его... Такой, ребят, омлетище. Такой козырный сделаю. Лень мне уже сидеть тут запекать. Десятку себе сделал. Хватит. Сейчас Чайковского отведаем. Все. А ну, братцы, как думаете, вкусно? По-любому вкусно. Правда, нету ни сметаны, ни варенья, ни сгущенки, ни икры лососевой. Будем так кушать. Последние два, там один еще доходит. Толстые такие получились. Но зато они, наверное, вкусные, ребят. Смотрите, как один лупанул. Так, все, сразу наелся. Ну, в таежной избушке, ребятки, да по блинчикам. Ирина, конечно, великолепно тесто делает. Тут, ребят, никакой икры не надо. Я вам отвечаю. Окно расставил, ребят, в избушке Ташкент. Ну, с маляком топлю, как бы, чтоб хата прогрелась. Плюс еще горелка, как бы, работала. Жарко прям стало. В общем, приятного аппетита, ребят. Я перекушу сейчас. И съезжу. Съезжу на лед. Уже темнеет. Да, зимой, конечно, день короткий, вообще жесть. Сегодня еще и поехал по светлу, ну, чтоб как бы дорогу посмотреть, следы, что мне там ночью ломиться. Я как бы не за рыбой еду. В основном как бы ехал кайфануть. Так что все в порядке. Доехал, все классно. Так, ладно, братцы, погнали, съездим. Сейчас заправимся изначально, чтобы не высохнуть по дороге. Так, мне этого хватит, на всякий случай. У меня вторая пачка есть, конечно, но мне кажется, хватит. Так что... На улице уже темнеет. Уже все. Обратно вернусь уже по темноте полной. С конем бензина, потому что я не на полном сюда шел. Сейчас где-то должен уже он подходить.
полна коробочка. Ну. Ладно, погнали, ребят, потихонечку. По тихой грусти. На месте. Такая уже. Такие сумерки. Сейчас 15 минут и свет, бам, выключат. Тут ветерок, да, здесь ветерок на поле. Там в лесу более-менее спокойно. Опа. Фух. Ну что там у нас? Есть загибы. Сходим, наверное, посмотрим комбайн сначала, ребята, а потом уже экраны пройдем. Белая береза. Тара-тара-там. Что тут у нас? Ну, как будто никаких шевелений. Ну, все буду, ребят, смотреть. В любом случае, все придется продернуть. Тут тоже как будто тихо. Те пойдем посмотрим. На перекате. На крайне даже поймали. Забагрили или как там он. Ну ничего, ребята, загнутого я не вижу. Ветер только тут и все. Сейчас пройдусь, конечно, все посмотрю. Может, какие-то клювали. Та же мелочь. Просто поела. Че у нас? Где тут харюза у нас? Мощные. Мощный харюз где? Когда рыба сидит, даже небольшой ее лес, допустим, он загибает нормально. Ух ты, рыбка, ребята, рыбка. Вот он. Ребята, есть жиганек. На крючок хапнул. Красота. Все-таки сделали, ребята. Вон, видите, а вы говорите, точнее мне говорили, крючки большие. Харюс, блин, он тоже мощный по этому делу. Ни хрена себе заглотил. Заглотил, зараза. Как мне сейчас тебя, друг? И не отпустить получается. Да. Так, следующий. Следующий. Ну тут что-то вообще он хотя бы так загнуло бы его. Там какая-то трава, ребят, что ли, была. Да. А, он тут не раскрылся даже. Вот в чем прикол. Он не раскрылся, ребята. О, тут, короче, трава. В траву закинул. Блин, а как потом быть-то? Сейчас перебуривать. Я с ума сойду, блин.
что-то искать тут куда-то к ночи. В общем, тема такая, ребят. Вот этот последний, вот как-то я попал туда, классно. Ну а дальше там тоже мелко. Я туда заходил дальше. Один, короче, в траве. Сейчас надо будет перебуривать. Ну, сейчас сначала дойду до бура, да, и краны проверим. Такие дела. Ну что тут у нас? На экранчик есть что? Опа. Хорюзок, ребятки. Есть хорюзок. Грязище, правда, смотрите. Ну, попался же огонек. Залетел. Блин, на удочку, значит, пробовать нужно. На удочку пробовать нужно, значит. Опа. Вот такие дела. Так, ребят, это у меня ближе к центру. Мне кажется, здесь травы очень много. Ни хрена себе. Вот это конь. Ху-ху-ху-ху. Ребята. Вот это конь. Смотрите какой. Нормал. Ни хрена себе. Вот Хариус, значит, зашел. Остался. Он даже не заячился. Пойдет, ребята. Травы бы я не сказал, что много. Блин, на удочку, значит, ребят, надо пробовать ловить. Надо пробовать ловить. Что-то у меня тут вообще борода какая-то. С этими экранами, конечно. Геморрой столько. Ну, поймал нам Хариуза. Он, блин, сразу все замерзло. Нормально. Давайте мы как-то его обратно замерзшего. Все вроде зашел. Ну, посередке покрупнее. Посередочке-то, ребят, покрупнее. Нормально же, гоняра. До наших мест, ребят, у нас хариуза не так много. Точнее, есть на лесных есть. Отлично. В общем, друзья, прибыл в зимовье. Последний экран мимо. В общем, переубедил там все. Комбайн сместил туда, ближе к тому последнему, где идут поклевки у нас. Ну и этот береговой, который самый первый, тоже немножко выдвинул к середину, где попался вот самый крупный хариус.
Ну, в общем, улов есть, ребята. Можно скоросолку делать или жарить. Положим рыбу промерзать. А что он уже промерз. Вот такие, ребята. Вот понятно, небольшие. Вот такие жиганы. Ну нормально, вот этот хорошенький. Такие вот бы попадались. Было бы ничего. Пускай рыбка промерзает. Потом уберем. Все, пойдемте в зимовье, ребята. Прибыли. Уф. Ну все, друзья, прокатился. Опять, короче, набурился. Блин, вот этот стоит, на который вот была поклевка, на которую мы поймали комбайн. Вот он стоит. Я поставил, ну, может, метр-полтора рядом вот так. Нет, не тащит нифига. Вот видите, ребят, струи вот такие вот получается. И куда-то попал, наверное. Экранчики парад. Главное, ни одного яйца, охренеть. Ну, значит, есть немного, наверное, есть все-таки жигана. Может, завтра попробую порыбачить. Посмотрим по настроению. Похожу там, где вот были поклевки, возле этих попробую. Ну, я еще съезжу, потому что время, ребят, у нас всего лишь только 5 часов вечера. Часика 8 сгоняю. Нормально вроде. Следов нету, как бы там. Волки не ходят, не бегают. Ничего страшного. Хотя вот снега мало, конечно, они и так бегают. Но когда много снега, вот именно волк перемещается по реке. Часто замечено, что он как бы бегает, пойдет прям по реке. Вот особенно по лесным речкам он переходит. Избушка прогрелась. Маломайски. Хорошо. Отлично. Что, попьем чайку, наверное, ребят? Ничего, неохота есть. Вот, кстати, насчет хариуза. Можно было, говорю, сделать скоросолку там. Рыбу пожарить. Ну, по соленой рыбы, ребят, я не фанат. На самом деле. Я знаю людей, которые просто обожают, знаете, там, вынь да положь, как бы. Но если сейчас была какая-нибудь компания, там, еще что-нибудь, там, какую-нибудь закуску сделать, можно было заморочиться. Но у меня блинов еще, ребят, целый вон. Я сегодня особо ничего не брал, как бы. У меня банка тушенки своей, которую я делал с рисом, получается. Ну, разогрей и ешь. Там столько мяса, что можно, я не знаю, жить. Плюс, как бы, яйца всегда с собой беру, неважно. Их поджарить можно, отварить. Красота, в общем, нормально. Просто вот этот хариус, ребят, мне прям так раззадорил. Приехать сюда порыбачить, в общем. Да хотя тоже, друзья, знаете. Считайте, 5 комбайнов стоит, вот один только сработал. Это тоже не показатель. Ну ладно, что, будем видно. Будет видно. Двойники какие-то. Причем свежие. Ну, я имею в виду, видать, что недавно были. Положили. Чаек есть. Красота. Сейчас спальное место приготовлю. Матрасы разложу. Подмету, там все красиво сделаю. Хорошо, матрасы подвешены. Сейчас хоть просохли, хоть нормально. Поставил на зарядку все. Телефон. Так что балдею, вон газеты можно читать. Я, кстати, сейчас на выходных, вот на этих, ребят, пересмотрел, посмотрел опять пару серий «Счастливые люди». Ну, меня вдохновил там фильм, не знаю, кто-то смотрел, не смотрел, ребята. Если кто не смотрел, посмотрите. Ну, мне кажется, навряд ли никто не смотрел, но в целом так люди смотрят меня из всяких разных уголков. Вот посмотрите «Счастливые люди», там лето, зима, весна, осень. Именно вот про таежную вот систему, про массовиков, вот когда они вот живут по полгода, там по 3-4 месяца в лесу.
Просто я понимаю, какой дух у людей, просто это надо, просто не знаю. Это прям серьезно на самом деле. Тут мне вот пару дней в лесу вот так одного достаточно, знаете, чтобы подумать, раздумать, а там вот ты живешь, работаешь, добываешь соболя там в таких условиях, как бы, блин, это не каждый вывезет на самом деле. Хоть бы там кто как ни кричал там за себя. Таежные там, знаете, там всякие, да я там, выживальщик там туда-сюда. Не-не-не. Здесь дух, ребята, на самом деле здесь дух. А остальное как бы, ну, деревенский человек, как бы, что, он и дрова колет дома, он и снег чистит, там, воду таскает, как бы, для него это, ну, это система естественная. Понятно, может, с городской там печку растопить даже многие не могут. Я вот в армии был, реально вот такие люди были, что даже печку распалить не могли, когда вот выходили в поля, как бы. А тут реально, как бы, прям на самом деле, как бы. Не каждый вывезет в одного, вообще просто в одного съездить куда-нибудь. Пожить в лесу, там, переночевать где-нибудь на берегу. Это реально очень прям, так, ну, заряжает очень на самом деле. Как бы. Я никого не призываю, конечно, но если кто-то что-то хочет новенького вот такого, вот попробуйте, ребят. Сейчас есть все, у многих снегоходы, палатки, просто приехать, просто даже не рыбачить. Пожить где-нибудь вот так в лесочке, где-нибудь далеко от цивилизации, хотя бы там примерно, чтобы не было связи, вот, допустим, как здесь. Это прям круто, на самом деле очень круто. И я вот за этими эмоциями бывает просто приезжаю, потому что они нужны, вот реально нужны. Раскиснуть тут, подумать вообще, как бы. Мне очень нравится, очень, как бы. Многие скажут, что тут много может нравиться, мерзнуть там, что-то лазить там туда-сюда. Ну, кто, ребят, не поймет, тот не поймет. Как бы я объяснять не буду. А кто в теме, кто знающий, кто понимающий, тот меня поймет. Вот и все. Так, ребят, ну что, надо место приготовить, так скажем, спальное. Куча матрасов здесь. Нары очень большие, кстати. Можно, блин, уместиться. Я прям не знаю, сколько человек, блин. Мне особо много места не нужно. Я вон здесь 2 матрасика постелю. На них коврик. И все. И спальничек. У меня и подушка своя, и все. Вот так вот. Так вот, ребята. Все. Можно поваляться, кстати. Так, друзья, ну что, повалялся, короче, чуть не уснул, блин, чувствую, короче, вырубать начал. Не, я думаю, нифига, вышел, дрова поколол, остатки. Печка опять у меня, ребят, краснющая. Ну, дрова бешеные, вообще жесть. Смоляк, короче, только кидаешь, они как порох. Тут тем более никакого этого нету регулятора. Ну, имею в виду заслонки. Вот она херачит на все деньги.
Время 7 часов. Чувствую, друзья, попью чайку, наверное, и съезжу. А то какая-то буря намечается, какой-то ветер поднялся. Пока сильно не раздуло, сгоняем. Как раз пару часиков там поковыряемся. Ну не пару, часик, полтора. Съезжу, наберу воды. Кстати, чай сейчас разолью в кружке. Пускай холодно будет, так чисто пить. Все равно пить охота. Воды сейчас вот хочу выпить. И что-то надо будет. Ну, наберу термос полный. И что-то ведро. Ну, ведро не притащить. А здесь это не река, ребят, это здесь Скурья, Старица. Я тут раз, мы с Женьком тот раз с Желицы там навтыкали. Оказывается, потом смотрим, что это просто закуток. Там вода невкусная, нельзя там воду пить, короче. Снег-то пить придется только. Ведро есть, вон, можно натопить снега. Вот такие пироги. В общем, чувствую уже, короче, начал выключать, думаю, не-не-не, надо вставать, иначе я усну, проснусь, потом часиков в 10, в 11, и потом вся ночь мается. Так что вот такие дела. Так, ладно, ребят, что, погнали, съездим. Пока я не забалдел, термос берем. Свет притушим. Гребешки у нас все наколол. Пополам наколол, короче, ночью, если что, так уже не буду сырое где-то что-то искать. Воды наберем в термос, потому что пить охота, чисто воды. Рыбка промораживается. Давай еще столько же. И завтра вообще скоросолка будет у нас дома вкусная. Пакет возьмем. Ну и греемся, что. Греемся. Так, ну что, поехали. Прокатимся. Катается тут один. Уже хорошо. Завтра как по асфальту поеду. По красоте. Пока едешь, ребята, эти борщевик со снегом, такие как солдаты стоят тут, короче. Как эти, как светофоры какие-то, блин. Издалека так прикольно смотрится. Так, ну что тут у меня? Термосок. Все вроде взял. Полотенышко взял. Тут раз полотенце забыл. Харю зацепил, руки, блин, стынут сразу. Ну что, Ямка, давай, угощай таким добротным харюзом. Ну, правда, харюз ночью не берет, вечером. Все-таки по утру лучше. Ну, с вечера, возможно. То, что попалось, попалось. Ельца какого-нибудь такого крупного. Что тут, волки не бегают? Нет никого. Начнем, ребят, сейчас с экранов. Вот здесь крайний, который был третий, я вот его перекинул вот сюда. Сюда-ка я его перекинул чуть-чуть в русле, как бы немножко тут и течение как будто же есть, присутствует. Вот снежком засыпаешь, и красота. Ничего не мерзнет. Давай тут такого сразу на грамм 300. И достал дед. Не, вот пустой. Вот здесь трава немножко бьет. Ну, пусто, в общем, ребята. Так что
Все это понятно, что сейчас рыба не должно быть, по идее. Вот так прокачусь, что заняться нечем. Все, встал. Отлично. Сразу, пока не забыл, водиться, ребятки, наберем. Вот так вот. Водицы будем пить. Встаешь на речке. Чистая вода. Классная. Ну что тут у нас? Есть тут живой? Не, ребят, никого. Грязь только. Ну, проверить все равно надо было тряхануть. Так что нормально. Ну и самый, получается, самый дальний-то, ближе такой к центру. На него, кстати, и попался же самый крупный. Опа. Вот он, ребята. Елец-то. Вот таких тут ельцов мы ловили. Блин. В центре как работает, ребят, смотрите. Что делать? Перебуривать, что ли, все сюда? Да не должно же быть. Не должно же так. Это у меня 25-шный, наверное, экран. Или 22-й. Он весь порванный уже. Такой весь доживает свой век. Да я ими-то и не пользуюсь. Когда-то брал на живца. Вон, дырки такие. Блин, елец да зачетно, ребятки, залетел. Таких покромсать на удочку, блин, вообще кайф. Вообще кайф будет. Но опять же тоже за такое время какой-то одиночный залетел. Здесь и поглубже. Хорезок пробежал. И ельчик. Ну этот сейчас получается, вот видите, термос стоит, ребята. Я же вот ближе к сюда тоже поставил. Ну зачетошно, ребят, смотрите. С такими ельцами и хорюза не нужны. Вот таких и на удочку здесь и поставили. Елец. По коме у нас мык. Желтый аж такой. Классно. Вот на комбайны вот надо вот так дуплетить. Ё-моё. Вот этот у меня фартовый, ребята. Вот я здесь сейчас бурил лунку, думал рядышком поставлю. Не затащил нифига я его, не запер по течению. И в общем, короче, перешел вот по этой же линии туда. Там тоже еле-еле затащил. Ладно, проверим их. Так уж и быть. Так уж и быть, проверим. Раз приехали. Те точно не будут, потому что там все нормально. Вот такая грязька есть. О, блин, тут еще его не растащило. Это плохо. Второй поводок, точнее даже мормышку зацепил, блин, ёк-макарёк. Вообще его не растянуло, получается. Ну смотрите, кто-то жмякал. Повяжу свежих. У меня есть запас. Свеженький все-таки лучше. Тандрымбенчики.
Повешаем свежих здесь, потому что рыба здесь стоит, переходит. Видно, что ходит. Вот здесь нормально. Давай, только разойдись нормально. Растащи. Утащи. Неужели такое течение слабо здесь на перекате? Охренеть, блин. Потихоньку спустим. Ну вот. И сейчас стат проверю еще. Ну вот и все, ребятки. Проверился. Попрем отдыхать. Дорога-то. Не туда поехал. Ну вот как-то так. На сон грядущий прокатились. Хорошо. Так. В коллекцию идет. Ну, ребят, смотрите. Елец такой же, как хариус, блин. Ох, завтра подсолим. Я надеюсь, приумножим, друзья. Так что завтра еще посмотрим. Так никто не утащит, или все-таки, наверное, убрать, наверное, надо будет. Мало ли какие-то лисы. Тем более хариус, запах очень мощный. Подвесим. Пускай висит. Так, дровишек подзанесем. Ой, в избушке тепло. Красота. На ночь крупных. Одну закинул, пускай как-нибудь шает. Итак, господа, ну что, все, ребят, я угомонился, так скажем. Рыбалка даже идет, ё-моё. Я даже не ожидал, ребят, по хариусу после морозов, чтобы что-то как-то здесь. Ну, все же, что-то попалось даже. В общем, время у нас 8, друзья. Сейчас пью чай остывшийся и уже вот на ночь водичкой попивать буду. Потому что сегодня потелся, блин, и столько влаги потерял. Да и в избушке тоже натопил так хорошо, тепло. Снял бушлат, одел штаны легкие. Что, добью, наверное, блин, ребята, да буду ложиться. А заняться нечем. Батарейки заряжаю. На завтра, дай бог, завтра что-нибудь попадется. Самый толстый блин как раз на ужин. Не хочу, ребят, ничего. Ну просто реально блинами так нарубался, что капец. Так что давайте до завтра, братцы. Не знаю, как спать буду, как вставать. Рассветает тоже очень поздно. Рано не сорвешься. Вон можно газеты почитать. В общем, как-то так оно. Все, братва, давайте до завтра. Будет день, будет пища. Завтра я задерживаться тоже не собираюсь, как бы. Порыбачу, конечно, естественно, на удочку попробую. Место обозначено. На ямке там посижу. 3-4 луночки сделаем, там походим.
Там перекатик разбурю, попробую. Ну так, в целом. До обеда максимум, потому что дальняя дорога. Выезжать лучше по светлу. Я чисто так. О, спокойствие. Печурка, ребята. Шумит. Красота. Да, какая-то бурька поднялась. На реке там так ветрено, а здесь нормально, спокойно. Ну, в общем, отлично.
Доброе утро. Короче, ночка, ребят, не задалась, в общем. Уснуть вообще никак не мог. С вечера вырубился так сладко. Ну, хорошо, так разморило, классно. И через 2 часа проснулся, и все, как сна, как будто бы и не было. Хотел так поспать, шикарно. В общем, что-то маялся, короче, что-то лазил, таял снега, вот на чайник. Перебрал что-то ящики там, мормышки там. Короче, вот такими делами занимался что-то. Поиграл там в телефоне. Потом вроде в час уснул, проснулся опять в 3. Печка, ребят, растопилась так, что, блин, дрова надо было все-таки не полениться, сырых что-то надо было вчера заготовить, потому что вот они горят прям как порох. И под утро вот только вот хорошо 2 часика поспал, позавтракал. Время 9 час. Будем собираться уезжать. Небольшой снежок был ночью, ну небольшой совсем. Так что. А так без происшествий, все классно. Чисто вот почему-то, не знаю, не мог уснуть. Какие-то мысли лезли в голову. Короче, не мог никак отрубиться. Ночью вставал, тоже чай пил. Короче, вот так всю ночь. Не знаю, в общем, может, часа 4 поспал, и то хорошо. Все, ребята, потихоньку собираюсь. Чай пью и начну вещи собирать. Ну все, избушка, спасибо за гостеприимство. Очень было классно, здорово, по-своему, как обычно. Отдохнул у тебя здесь. Все, вроде прибрался, мусор вынес. В столе порядок. Дровишки есть на растопку следующему страннику. Так что спасибо. Открывать не будем, чтоб изба не промораживалась. Оставим щель. Вот такую. Не буду ничего подкладывать. Все. Собираю вещи, ребята. Собачку пускай греется, пока пакуем вещи. Ну все, ребята, вроде ничего не забыл. Упаковался. Вчерашний мусор обязательно увезем. Это же не сложно. Полупустой еду. Хоть немножко станет чище. Все, изба, спасибо большое. Все, поехали на рыбалку. Ну давай, вороной. Пока. Ребята на реке. Вот такая же. Также кружит. Облака так что-то тянет быстро, прям вообще жесть. И небольшой снег идет. Погода такая классная. Градусов 10, не больше. В общем, ребят, проверочка. Давайте проверим экраны, комбайны. И уже сделаем выводы. Ну, буду рыбачить или не буду. Так как ночью хотел буры там, ну, пошелся в ящики, там ножи хотел приготовить. Что-то ножи не нашел запасные. Тем не набуришься, конечно. Просто сделал выводы. Если есть рыбка, то возможно сюда приедем попозже с ночевкой и с рыбалкой. Конкретно уже с удочками. Потому что сегодня пораньше домой надо вернуться. Ну, короче, сейчас посмотрим, ребят. Не знаю. Можно тем бурить, конечно. Ну, там не в моготу, конечно, жесть. 130-м, блин, тяжело. Вчера вообще набурился. Давайте с экранов начнем. Дальше видно будет. Этот у меня крайний. Вот, вчера здесь ничего не попалось. И я вот переставлял его немножко дальше, в середину. Ну, вчера тоже здесь ничего не было. Ну что, залетел кто-нибудь?
На удивление, ельцов нету. Ну вот так, ребят. Одна грязь. Понятное дело, что в такой кран, в принципе, никто и не пойдет. Потому что он грязный. Рыба тоже не дурная. Да и рыбы-то здесь, скорее всего, и нету толком. Раньше здесь, говорю, как зимовальная яма, ребят, была. Рыбки было много, ельца. Приезжали здесь с мужиками. Ловили. Ловили по 5-6 килограмм, блин. И окуней, плотва даже попадалась. Короче, все было. Так, ну что, ребят, самый фартовый. Самый фартовый. Не знаю. Че он за ночь до утра предоставил. Или может рыбка вчера только вечером выходила. Да, это разная рыбка. Так, баловство. Если бы, конечно, по 2, по 3 тут и забивалось, тут другое дело. А так, мелочь. Ну, короче, нету рыбы, ребят. Ух. Ну, тут, видишь, и тяга. За этого и рыбка-то и гуляла. Елец. Травы вон сколько нахерачило. Ну, опять же, и в такие краны-то какая рыба будет. Обидно. Я думал, за ночь что-то попадется. Ну, значит, не судьба. Может, вечером, говорю, выходила. Что-то было. А днем, точнее утром, тишина. А тут и глубоко, блин. В общем, экраны пустые, ребята. Рыбки не ходят. Или нету ее просто. Посмотрим, что у нас на комбайне. Эти березовые, так их называю. Как стоят, так и стояли. Неужели елец даже не пробежал никакой? Да, ничего такого интересного. Ну и там у меня 3 штучки. Сейчас пойдем фартовый, который посмотрим. Ну, короче, нет интереса, ребят, нету. Нету интереса что-то думать, оставляться на рыбалку. Поедем домой, скорее всего. Ну и тут, ребят, что, тихо, как в колодце. Не знаю, может, с вечера здесь рыбка выходит. С утра вот как-то нет. Обычно время-то уже 10 часов. Пока я убирался, да что, время прошло достаточно. Достаточно времени прошло. Ну, поклевку увидел, даже рыбку поймал. 2 на комбайн, да, одному как-то забагрили. Но, скорее всего, он кинулся на вот эту мормышку желтую, как блесенка. Да, ребят, никого нету. Ну, что-то черви так обсосаны. Червячочки так обсосаны. Ну, видать, мелкий жиган. Такого даже ловить жалко мне. Вот на такую мормышку он схватил. Мелкий жиган, блин. Пускай живут лучше. Жалко. Опять заглотит. Забирать потом придется.
Ну вот как-то ну так, друзья. Эксперимент был, как бы, и в принципе даже получилось что-то, но хотелось другого немножко. Ну да ладно. Смотал комбайн, ребята. Вот берез один зацепа, обрыв, и тот следующий. Немножко кто-то жмякал, не знаю, может там пескарь там или ёрш. 11 час, друзья, буду сматываться. Ни одной рыбешки за ночь, за утро. Нет настроения что-то тут пробовать, испытывать. С таким буром тем более. Это как минимум сейчас разбурюсь, начну рыбачить уже обед. А там смотришь 2-3 часика, уже темно. День очень короткий, вообще ни хрена не успеваешь. Поедем по светлу спокойненько, не спеша. По набитой буранке уже до дому, по лесу. Возможно, какую-нибудь птичку увидим. Ветерочек. Ладно, ребят, что? Сейчас экраны заматываю и пакуемся, чайку пьем и до дому. Все равно круто. Не знаю, может вечером. Но тут вот ребят говорили, что как будто траванули рыбу, потому что вот как 3 года уже. Но нету тут рыбы. Раньше здесь было и немерено. Вот именно вот эта момутя, здесь было вообще куча рыбы. Здесь она скатывалась, она здесь стояла, она зимовальная яма, она здесь стояла. Здесь рыбачили вот так. Ну а тут как-то штучно и то. Я даже рад этому, потому что вообще не рассчитывал даже на вот это. Просто съезжу на избу. Изба вот, которую я знаю, которую частенько приезжаю, навестил, отдохнул после этих морозов. Как говорится, восстановился и только вперед. Сейчас с новыми силами. Ну что, ребятки, все, смотался, упаковался. Вещей не так много, потому что едешь на избу. Я еще в начале ролика сказал, что минимум самых тяжелых вещей это палатка, которая весит там по 20 килограмм с лишним. Печки, раскладушки. Она очень много места занимает. А здесь, да, с избой, конечно, этого не нужно вести. Ну, изба, ребят, держит на одном и том же месте, а с палаткой ты мобилен, и ты путешествуешь. Съездил, ребята, отдохнул. Задачу, которую я планировал, я выполнил вообще на ура. Я даже рад тому, что даже увидел поклевку и поймали какую-то рыбешку. Круто, круто. Пробзделся. Выгулял коня после морозов. Вообще, ребята, отдохнул на самом деле. Когда я ходил пешком, ребят, я посещал те точки, на которых я мог добраться, ну, своими силами. И учитывая тот момент, что я дойду до вечера, допустим, оттуда, или переночую, чтобы обратно вернуться. Но с приобретением лодки, мотособаки, я начал выдвигаться в дальние места. И за 3 года, ребят, я уже все точки, грубо говоря, вот тут в своем регионе, ну, в своем районе проведывал. И становится потом как-то скучно, что ли, потому что когда появилась техника, я начал продвигаться, и я вот доходил за день до сегодня, я тут заскочил за час и еду дальше, где я еще не видел берега, лес. А сейчас вот есть такое небольшое непонимание, ну, куда еще можно дальше. Что-то охота нового, ребята. Вот как-то так. Все, ребят, буду прощаться. Всех с Новым годом. Счастья, здоровья, хороших, четких трофеев в этом сезоне. Посмотрим, какой он будет. Ну а я, в общем, со спокойной душой еду домой. Все, ребята, мир вам и вашим близким. Пока. А у меня впереди дальняя дорога. На связи. Ну, все как привез, так увози. Погнали, ребята.